Сегодня, 13 июня, фонд проводит вторую международную многоотраслевую деловую миссию российских компаний в Кыргызскую республику. Первый опыт у нас прошел в ноябре прошлого года. Был достаточно большой интерес, порядка 70 компаний участвовало в прошлом году. Сегодня мы видим, как этот интерес набирает обороты. Спустя буквально более чем 6 месяцев уже более 100 компаний приехало в Кыргызстан для работы на местном рынке. Более 200 участников с кыргызской стороны будет. Запланировано подписание порядка 10 документов. Это в том числе развитие отношений в части финансового рынка, по поставке отечественных товаров в Российскую Федерацию, по развитию сотрудничества в лизинговой сфере и в других направлениях работы. Фонд старается максимально аккумулировать все возможности для налаживания контактов и диалогов между предпринимательскими кругами двух стран. И мы надеемся, что это мероприятие оно приведет к появлению реальных новых инвестиционных проектов на территории Кыргызстана. А фонд со своей стороны сможет предложить все необходимые возможности и ресурсы для их финансирования, для их структурирования, для их продвижения, что в конечном итоге приведет к росту экономики нашей страны. Мы встречаемся с деловым кругом Российской Федерации. Нам, открытому акционерному обществу, предстоит сейчас подписание соглашения между Российско-Кыргызским фондом. В дальнейшем мы будем вести переговоры с российскими бизнесменами, с российскими предпринимателями, в каких отраслях мы можем с ним создать совместное предприятие и осуществлять там совместную деятельность. Для этого мы, Кыргызиндустрия, готовы. Переговоры там, результаты, если будут хорошие, мы готовы подписывать с несколькими компаниями соглашения. Открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» сегодня уже запустил производство в медицинской области, это медицинские пластыри. Потом мы уже приступили к монтажу производству пуговиц и молний для легкой промышленности, это как фурнитура для легкой промышленности. Потом мы сейчас подыскиваем место, где мы установим оборудование по сублимационной сушке фруктов и овощей. Это 3 проекта, которых, в принципе, мы сейчас начинаем, потому что эти проекты, они быстро осуществляемые, и эффект будет быстрее, скоро. Но у нас активно сейчас прорабатывается 10 проектов, активно уже заканчиваем проекты, это около 30. А так в работе находится более 100 проектов в Кыргызиндустрии. Объем прямых инвестиций в 2021 году был более $1 миллиарда Соединенных Штатов, что нас очень радует. Мы достигли до пандемийного уровня, в том числе и с Российской Федерацией. Это было где-то около $145 миллионов, но это значительно меньше, чем Китай или Турция. Я надеюсь, что сегодняшний форум даст толчок не только тем, кто приехал, но и даст толчок нашим компаниям. Здесь их участвует более 200, найти партнеров с тем, чтобы мы смогли бы воспользоваться той ситуацией, которая складывается. Мы живем рядом с Китайской Народной Республикой, и там иероглиф имеет 2 значения. Это конец и начало нового. Поэтому надеюсь, что мы воспользуемся той ситуацией, которая складывается в глобальном мире. Не будем стенать, а будем помогать друг другу идти вперед. Если закрывается каким-то образом, по независящим от нас обстоятельствам, окно в Европу для ЕАЭС, то мы готовы открыть ворота в Азию и вместе с вами начинать активно в этом направлении работать. Вы сами убедитесь, что у нас одно из самых либеральных налоговых режимов, одно из самых либеральных валютных режимов. И у нас рядом, еще раз подчеркиваю,
Китайская Народная Республика, товарооборот с которым тоже достаточно очень большой. Мы нуждаемся в новых технологиях, мы нуждаемся в новых производствах, так как те машины, которые привозят нам товары из Китая, они уезжают пока на сегодняшний день, к большому моему сожалению, пустыми в сторону обратно Китайской Народной Республики. Мы также ждем активности фонда в тех секторах, где из-за высоких рисков деятельности коммерческих банков ограничена. Буквально вчера мною подписано постановление правительства, где Министерство финансов впервые за 30 лет готово начать выдавать гарантии для частного бизнеса, если эти программы, если эти проекты, бизнес-проекты, мастер-планы будут подпадать под приоритетные направления деятельности нашего правительства, мы готовы поддержать и частный сектор своей гарантией. Мы до этого, к сожалению, этим не занимались. По сегодняшний день и сегодняшняя тематика миссии, надеюсь, послужит импульсом для установления партнерских связей между субъектами бизнеса наших стран с перспективами запуска новых производственных и инвестиционных проектов с выходом на экспорт.